Всем привет! Сегодня будем делать пример грамоты. Вот такой. Давайте откроем Affinity, файл, создать вертикальную А4, создаем. И теперь давайте заполним наш лист прямоугольником ровно по размерам. Заметьте, что у вас должен быть включен магнитик, да, и показать линейку. Можете даже сетку поставить, но сетка сегодня нам не нужна. Так, давайте поменяем цвет нашего прямоугольника на синий. Так. Затем нам нужно нарисовать белые, получается. Так, выбираем карандаш. И нам надо нарисовать, так, немножко увеличим пунктир. Нам надо нарисовать вот записи, которые есть на грамоте, да. Так, выбираем белый цвет, выбираем обводку, то есть в панели, получается, цвета выбирайте обводку, а не заполнение. Так, теперь приближаем и рисуем. Так, давайте теперь сделаем угол. Угол можете тоже через карандаш нарисовать, но как видите, у нас получается стороны выходят неровными. Мы это сейчас исправим. Так, выбираем инструмент узел и удаляем ненужные нам узлы, да? Либо можете их преобразовать, либо вы их удаляете. И оставляем только края, то есть, и таким образом мы выравниваем нашу линию. Так, нарисовали вот несколько фигур. Теперь надо, получается, их сгруппировать, все их элементы, да, чтобы мы смогли их скопировать и ставить по нашим прямоугольникам.
Так, давайте уберем, получается, вот заливку. Вообще сделаем ее без заливки, наш прямоугольник. И вместо того, чтобы у нас эффект, так как это является одним слоем, и если мы, получается, возьмем, добавим эффекта, то оно распространится еще и на, вот, получается, наш внутреннюю заливку, поэтому мы, получается, убираем полностью заливку, и вместо нее мы сделаем внутри отдельный прямоугольник. И теперь вот мы сейчас добавляем эффект внутреннее свечение. Так, также еще, получается, затемняем его, тень выбираем тоже внутреннюю, а не внешнюю. Так, и вот таким образом мы добавляем тень, свечение, и это у нас получилась золотая рамка. Так, можете, получать, цвет поярче сделать. Так, вот примерно подходящее, подобное, да. Мы ровно такую же грамоту не сделаем, но мы сделаем подобное, тем самым вы будете делать самостоятельно такие грамоты, сможете, да. Возможно, выйдет не идентично, но как бы зато у вас будут навыки. Хорошо. Так, мы учимся именно примерно создавать, да. Так, давайте продолжим. Теперь, получается, мы добавляем, да, давайте, получается, поставим нашу рамку посередке. Так, делаем еще один прямоугольник внутри нашего вот прямоугольника. Так, отменить Ctrl-Z. Так, делаем, получается, прямоугольник. Так как у нас есть вот стоит привязка включенная, да, магнитик, тем самым мы сделаем ее ровно по размерам нашего прямоугольника. И здесь наоборот убираем, получается, вот обводку и добавляем цвет. Цвет у нас белый. И так, давайте поставим наш прямоугольник под рамкой, немножко его размер подкорректируем, и вот так. Можете вот эти два прямоугольника сгруппировать, нажимаете на Ctrl и выделяете два объекта в слоях, да, и так группируем. Теперь у нас вот почти фоновая часть нашей грамоты готова. Можете вот эти рисунки под себя подкорректировать, чтобы они высвечивались еще над, ну, то есть были видны за краями, да? Так, идемте дальше. Начинаем делать узоры. Так, давайте выберем фигуру капля. Так, нажимаете вот фигуры и маленький треугольник, там выбираете себе вот каплю. И каплю мы, получается, выберем такой же цвет и такой же стиль, как в нашей рамке. Берем, получается, инструмент пипетка и так, выбираем цвет нашей рамки, да. До этого вот я, получается, вот галочку не убрала наверху, применить к выделенному, да, и поэтому я, получается, применила ее нечаянно к рамке, да, то есть убираете галочку, выбираете вот в панели цвета именно заливку, а не обводку, заливку, и ставите цвет. Он у нас прозрачный, потому что мы убираем полностью прозрачность внизу, да, и теперь копируем прямоугольник, Ctrl-C, выбираем вот вкладку правка и ставить стиль. Эффект слоя, то есть не стиль, а эффекты слоя. И заходим в эффекты и добавляем радиус. Так как у нас капля побольше, добавьте больше радиуса теням, и к свечению тоже добавьте радиус, да, и тем самым мы сделаем
каплю более близкой к золотой. Вот. И трехмерность тоже увеличивайте. Здесь тоже в рамке можете трехмерность немножко прибавить. Вот. Да. Так. Теперь поворачиваем, уменьшаем нашу каплю, переворачиваем и делаем узор. Теперь рисуем завитушки. Завитушки мы рисуем через умный, то есть так, через инструмент перо. Так. И делаем вот завитушки. Так. Обводку также получается цвет обводки у нас получается будет такой же, как и рамки и у наших капелек. Ставим стиль, эффект слоя. И вот у нас завитушка тоже. Теперь выбираем инструмент узел и убираем лишние узлы и корректируем фигуру. Завитушку. Оставляйте где-то только 3 узла, остальные все убирайте, они нам не понадобятся. Так, и теперь корректируем наш, получается, завиток. Так, теперь копируем наш завиток, копируем и отражаем его по горизонтали, вертикали, то есть, да, то есть вот наверху у нас есть отражение. Так, поворачиваем и делаем форму нашей фигуре.
Теперь получается, давайте заливку нашего прямоугольника сделаем радиальным, а не сплошным, да, то есть эллиптическим, да, потому что у нас в грамоте примерно так, середина более светлая, здесь делаем, выбираем белый полностью, да, а края серыми, и тем самым у нас получается примерно похоже. Так, можете серый немного сделать светлее, но пусть останется таким у меня. Так, давайте дальше. Следующее мы добавляем надпись грамота. Так, выбираем художественный стиль, немножко увеличиваем, пишем грамота. Так, выделяем и меняем шрифт. Так, ставим примерно более такой жирный шрифт. Так, давайте пусть это будет не ровно такой же, как у нашего, но примерно похожий. Так, возможно, можете поискать, возможно, вы найдете его. Я просто не поискала, как бы, да, в принципе. Или можете их загрузить, скачать какой-нибудь шрифт похожий и, получается, импортировать его, и тем самым у вас будет другой шрифт, да. Теперь добавляем обводку белую. Так, и обводку делаем более жирнее. Видите, у нас получается вот в правом углу также можете корректировать обводку. Так, обводка у нас белая. И теперь нам осталось, получается, вставить картинки и вырезать их фон. Мы такому еще до этого уже обучали. Можете поискать это видео у нас на канале, там в плейлисте шаблоны. Так, Affinity Designer, шаблоны, да? Так, теперь переходим в растровый режим и выделяем наш глобус через выделение произвольное, через инструмент произвольного выделения. Ничего страшного, если вы коснулись самого глобуса. Здесь, получается, мы сделаем уточнение, выбираем передний план и так. Можете через подложку, но здесь, видите, с подложкой неудобно. Лучше выбрать передний план и зафиксировать, нарисовать, где у нас передний план, а потом уже то, что мы считаем фоном, ну, то есть нашу белую часть, мы его, получается, через вот кнопочку нажимаете на фон, и теперь, получается, мы будем выделять края, делать его более такими видными, да. Через подложку вообще неудобно, оказывается, лучше так, через фон делать. Хорошо, передний план. Здесь, видите, немножко покраснело. Нельзя, чтобы на переднем фоне была краснота, чтобы рисунок был более четким, да. Поэтому убираете. Можете, вот, получается, размер вашей кисти регулировать и тем самым сделать так. Выделяете вот фон и можете четкие линии сделать. Так.
Так, мы полностью выделили фон. Теперь внизу вывод. Выбирайте новый слой, применить. Так, вот мы убрали полностью фон. Теперь удаляйте основную картинку. Она нам не понадобится, да, через Delete. И ставьте глобус, как у нас было на рисунке, да, с краю, оказывается. И отражаем его по горизонтали. Так, теперь также поступим с картинкой карандашей. Я уже, получается, нужные картинки себе скачала. Так, и таким образом, точно так же, как и с глобусом, выделяем наши карандаши, отделяем от фона и выделяем. Так, удалим его фон. Так, тоже новый слой, вывод, новый слой, и вот у нас карандаши готовы. Так, основную картинку удаляем, идем дальше. Теперь нам надо, получается, еще сделать книгу и органайзер.
Выводим наш анкнайзинг на новый слой без фона. Так, вот. Все, что мы хотели сделать, сделали. Мы ровно не повторили, но примерно похожие сделали. Так. Давайте, получается, сгруппируем наши обрезанные объекты. Так, вот мы сделали нашу грамоту. Теперь давайте его экспортируем. Файлы, экспорт. И выбирайте вариант, который вам по душе, да, то есть удобнее будет распечатать. Я выбрала JPEG. В принципе, можно на любой вкус. Так, выбирайте папку, называйте ваш файл и сохраняйте. Так. А на этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока.